Добрый вечер. Новости города на телеканале «Эфир». О событиях этого воскресенья, дня выбора, расскажу я, Алексей Кулешов, и наш корреспондент. Рекордная явка в районах республики и медленный рост избирательной активности в Казани. Как проходит единый день голосования в Татарстане? Репортаж Сергея Шерстнева. Известные деятели культуры и искусства, прославляющие Татарстан на международном уровне, пришли сегодня на избирательные участки города. Дмитрий Пивоваров с подробностями. Все проголосовавшие казанцы получили специальные браслеты. О том, какие привилегии они дают, расскажет Андрей Трофимов. Меньше чем через час в Татарстане закроются избирательные участки. Сегодня в единый день голосования мы выбираем президента республики и депутатов местных советов, в том числе Казанской городской думы. Избиратели, а это почти 3 миллиона татарстанцев, весьма активны. В рекордсменах Кайбицкий район. Уже к полудню там свой выбор сделали более 80% избирателей. Затем, как идет голосование с момента открытия первого избирательного участка, наблюдал Сергей Шерстнев. Мы начинаем сегодняшний день за полчаса до открытия. Начнем мы с опечатывания переносных ящиков для голосования. Казань, улица Достоевского, гимназия 96. Здесь расположены избирательные участки 64 и 65. Самым первым голосует председатель Центра избиркома. Настроение очень хорошее, очень бодрое. Надеемся, она сохранится до конца сегодня именно в выборном процессе. Каждый голосующий здесь получает на руки 3 бюллетеня. По выборам президента Татарстана, муниципальным выборам по одномандатным округам и выборам депутатов Казгордумы по партийным спискам. Хорошо жить хочу, спокойно, мирно, чтобы мир был на земле. И всем спасибо большое. Чтобы спокойно жить. Большая красная, здание КАИ. Временно исполняющий обязанности президента республики Рустам Минниханов с супругой голосуют ровно в 9 утра. Процветание Татарстану и то, что выбор был правильный, и те люди, которые в городе, в республике, они должны работать на созидание. Напомним, 4 кандидата претендуют на пост главы Татарстана. Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от Компартии, Рушания Бельгильдеева от «Справедливой России» и Руслан Юсупов от ЛДПР. Выборы были трудными. Для меня было сложно согласиться. Согласившись, сложно было вести вот эту борьбу. Мы видим, многое в республике делается. Мы видим, какая команда властной партии. Несмотря ни на что, за нами опыт, большой опыт государственного строительства Советского Союза. Я горжусь тем, что я участвовала в этой очень важной кампании как кандидат в президенты, и что я первая женщина за 25 лет, и как претендент я вошла в историю, можно сказать, республики. Каждый человек должен сделать выбор, потому что это наша жизнь. То есть мы выбираем дальнейшую жизнь, и очень важно, чтобы люди наши участвовали во всем. Что же касается муниципальных выборов в Татарстане, на депутатские мандаты претендуют 9027 кандидатов. В среднем в Казани и Челнах конкурс составляет 5 человек на место. Между тем, к полудню практически все VIP-персоны политического бомонда республики проголосовали. Я хотел бы подчеркнуть особую активность нашей молодежи. Будущих избирателей, эти ребята, которые уже идут нынче впервые на выборы, являются участниками, вернее, избирателями уже. Но есть и основания, потому что у всех у нас, несмотря на все сложности, приподнятые настроения, потому что все то, что намечено социальной программы, несмотря на все сложности текущего момента, они успешно выполняются. С этими выборами мы связываем, я думаю, и наши избиратели, дальнейшее развитие нашей республики. Вот та поступь, которая есть сегодня, практически во всех сферах и направлениях жизни Татарстана, она, безусловно, должна быть поддержана. Выборы для нас всегда это праздник. Мы вместе с вами выбираем завтрашний день нашей Казани, столицы нашего Татарстана. И я призываю всех прийти и сделать свой выбор. Стали известны цифры досрочного голосования по Республике Татарстан. Эта цифра составила чуть более 4%. Я напомню, что на прошлых парламентских выборах в прошлом году цифра эта составила 12%. Самая высокая досрочная явка была в Нижнекамске 12%, а в Муслюмском районе ни
один человек не проголосовал досрочно. Единый информационный центр для журналистов в комплексе «Пирамида». Сюда в ежеминутном режиме стекаются данные о ходе голосования со всего Татарстана. Каждые полчаса проходят брифинги. И вот данные на 15 часов. Проголосовало 1 677 385 избирателей, что составляет 57,7%. Если вот сравнить с прошлогодними данными, когда состоялись выборы в Госсовет, процент в прошлом году именно вот на 15 часов составлял 54,2%. Практически, значит, в этом году темпы голосования опережает. За ходом выборов наблюдает целая армия наблюдателей. От «Справедливой России» и КПРФ наблюдатели присутствуют на 1200 участках, от ЛДПР на 1012. Единороссы охватили своими представителями все избирательные участки Татарстана. Проверяют легитимность татарстанских выборов и Российский корпус наблюдателей за чистые выборы, и члены Общественной палаты страны. В России считается, что организация всяких мероприятий в Татарстане и в Казани вообще образцовая. Мы все с таким удовольствием смотрели на великолепную организацию в свое время универсиады и других мероприятий. Поэтому мы здесь и оценить степень организации, я вам скажу честно, в какой-то мере даже, может быть, поучиться, да, посмотреть вот для других регионов, как вот все это может быть организовано. Мы стали больше голосовать умом, не сердцем, а умом. Это очень важно. И не эмоциями, когда я говорю о сердце, это прежде всего эмоции. И вот формирование очередной команды, которая будет вести республику, это очень важно, когда мы ее сформируем разумно. Мы уже имеем возможность посмотреть, кто из кандидатов что сделал, и будь то на должность президента или на уровне там, поселкового уровня, или там, районного масштаба и так далее, и так далее. Сергей Шерстнев, Равиль Сайганов, Дмитрий Рыженко и Альберт Даминов. Телеканал «Эфир». Свой выбор сегодня сделали известные деятели культуры Татарстана. Народный писатель республики Рабит Батулла пришел на избирательный участок как на праздник, а звезда татарской эстрады Салават в компании сына. О том, чего ждут артисты и музыканты от дня завтрашнего, расскажет Дмитрий Пивоваров. Свои голоса на выборах сегодня отдали известные представители творческих кругов, чья популярность давно уже перешагнула рамки лишь одного города и республики. Среди голосующих народный писатель Татарстана, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая, общественный деятель Рабит Батулла. По словам известного мастера слова, он привык к выборам и помнит, как ходил на них еще с родителями, словно на праздник. Мы решаем судьбу нашей республики, судьбу каждого из нас, отдавая свои голоса тому или иному кандидату. Вот поэтому я считаю, что это очень важный акт, как гражданина. Он не должен отсиживаться, мне все равно нет. Поэтому для того, чтобы жить лучше, надо идти на выборы. И я всегда иду, отдаю свой голос тому, кому я считаю нужным. Солистка группы «Мураками», участница большого концерта «Мы можем, мы вместе», Диляра Вагапова не раз представляла Республику Татарстан на международных конкурсах и телепроектах и является одной из активных творческих персон, чье слово не остается незамеченным. Мне кажется, что каждый из нас может и должен верить в светлое будущее, и каждый из нас может сделать небольшой шаг, прийти на выборы и сделать свой выбор. И мне кажется, что это даже модно. Как сейчас стало заниматься модно спортом, так же и модно приходить на выборы и ставить свою галочку. Вот она показывает. Здравствуйте. Народный любимец, звезда татарской эстрады Салават Фатхетдинов пришел сегодня на избирательный участок вместе с сыном. Нет? Выбираем судьбу нации, судьбу республики. Кого выбираем?
такая судьба. Голосуя сегодня на избирательных участках, селебритис говорят и о стабильности в развитии отечественной культуры и новых творческих проектах, фестивалях и конкурсах, которые поднимают авторитет республики на международном уровне. Художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский пришел на избирательный участок номер 43 вместе с супругой. Я уверен, что все будет хорошо. Знаете, потому что люди, которые создают атмосферу в республике, особенно в последние годы, это очень ощутимо. Вот этот созидательный процесс, в котором участвуют все без исключения сейчас, он, конечно, не сам по себе. Это не спонтанная какая-то турбуленция, это абсолютно выверенная, четкая линия, за которую я и голосую. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Жуженко, Роман Фенин, телеканал «Эфир». К слову, все проголосовавшие казанцы сегодня получают специальные браслеты. По ним в течение дня можно бесплатно ездить в общественном транспорте, плюс к этому скидки в магазинах и на автозаправках. К тому же браслеты – это пропуск на праздник у Казань-арены. Главные звезды – певицы Ёлка, Лев Лещенко и Салават. Выступать они начнут в 8 вечера. Подарки ждали и молодых избирателей, для которых сегодняшние выборы стали первыми в жизни. Продолжит Андрей Трофимов. Первыми эти выборы стали для 168 жителей республики. Им сегодня исполнилось 18 лет. Их в избирательных участках ждали подарки, рюкзаки и Конституция нашей республики. Одним из счастливых обладателей подарка стал студент Роман Новиков. Он пришел на избирательный участок ранним утром. Выборы для людей, которые первый раз голосуют, это как некое таинство, что ли, потому что раньше, в детстве, когда ребенок шел с родителями на выборы, это было ему очень все интересно. Вся эта процедура очень таинственна и загадочна, чем она привлекает детей. Но во взрослой жизни она приобретает немного другой оттенок, немного другой характер. Без внимания не остались и те, кто не смог прийти на избирательные участки по уважительной причине. Как правило, это люди с ограниченными возможностями. Такие избиратели смогли проголосовать у себя дома. Это очень удобно, потому что я ходить не могу. А голосовать обязательно должны. Обязательно. Выбираем свое правительство, которое о нас заботится, которое нас бережет. Вот, поэтому выборы нужны. Все без исключения проголосовавшие сегодня получили специальные браслеты. Они дают множество привилегий. К примеру, бесплатный проезд в автобусе в течение всего дня. Проголосовали, сейчас едем по своим делам. Слышали, что по этим браслетам можно бесплатно проехать, и решили проверить и убедились в этом. Вечером планируем пойти на концерт на Казань-арену по этим же браслетам. Браслеты с надписью «Я проголосовал» сегодня дают льготы и в продуктовых магазинах. 5% скидку в Бехетле, сети «Наша марка» и «Чак-Чак». Возможностью сэкономить сегодня воспользовалась и семья Моисеевых. Проголосовав, молодые люди отправились в магазин за покупками. Мы проголосовали и пришли сюда, чтобы купить все необходимое в дом. А заодно и малышу новые игрушки купим. Здорово, что такая акция в городе проводится. А вечером мы хотим еще на концерт в Казань-арену поехать. Отлично, то, что такой праздник в городе сделали. Скидку в 5% по тем же самым браслетам всем избирателям сегодня можно было получить и на некоторых заправках города. С утра проголосовала, узнав, что по браслету можно получить скидку. Приехал заправиться. Хорошая идея, хорошая акция. Вечером всех проголосовавших ожидает концерт с участием певицы Ёлки, Льва Лещенко и Салавата. Пройти на территорию Казань-арены можно по тем же самым браслетам, которые раздавали на избирательных участках. Завершится концерт в 22 часа праздничным салютом. После горожан развезут на общественном транспорте, который будет работать в усиленном режиме. Сходить на выборы – это и так наш долг. Каждый человек должен сходить, сделать свой выбор. Но тут еще плюс еще дополнительная развлекательная программа вечером. Концерт – это очень хорошо для народа. Андрей Трофимов, Роман Фенин, телеканал «Эфир». Андрей Трофимов успел сегодня побывать и на праздничной площадке у Казань-арены. Она работает с 10 утра. В 2 часа дня начался концерт поп и рок-исполнителей. И сейчас увидим, что происходит на площади у стадиона.
В эти минуты на сцене возле Казани-арены идет так называемая программа «Разогрев». Пока на самой сцене выступают знаменитые коллективы Казани, возле нее собирается огромное количество людей, огромное количество зрителей. Напомню, на концерт может прийти любой желающий. Главное, при себе нужно иметь браслет, который выдавали на избирательных участках. Напомню, площадка возле Казани-арены работает с 10 часов утра. Если сейчас на сцене выступают знаменитые казанские группы, то днем здесь царила совсем другая атмосфера. Было много спортивных соревнований, конкурсов, ну и, конечно же, веселья. Мы сейчас здесь маленькую поводим, потом вечером обязательно придем на концерт групп «Елки». Потом пофотографируемся обязательно со спортсменами, может быть, даже сдадим нормы ГТО. Уже совсем скоро на этой сцене появятся такие знаменитости, как певица Ёлка, Лев Лещенко и Салават. Ну а единый день выборов в Казани и концерт возле площадки Казань-арена закончится в 10 часов праздничным салютом. Праздник супер, нам очень нравится. Мы пришли только недавно и уже зарядились этим, не знаю, как сказать, позитивом, который здесь со сцены идет и вообще с окружающих. Понравился этот день и солнечный, и веселый. Радостный. Сходили, проголосовали, выбрали. В музей сходили, вот пришли на концерт теперь. Ходили, голосовали. Очень хороший день. Мы можем, мы вместе. Это новости города. Мы прервемся на пару минут и смотрите после рекламы. Вы смотрите новости города. Спектакли о силе рока и фатальных обстоятельствах скоро появятся в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На его сцене оживут герои романа Виктора Гюго «Собор в Парижской Богоматери», драмы Гарсия Гутьерреса «Трубадур». В Казани уже работает постановщик из США Ефим Майзель, а сегодня с балетной труппой познакомился основатель и художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров. Подробнее в материале Дмитрия Пивоварова. Эсмеральды бывают разные и в разных редакциях. Это одно из последних упоминаний о цыганке и звонаре Квазимоду из романа Гюго на казанской сцене. Теперь история классического прочтения приходит в Казань. Андрей Борисович Петров, Москва, и ассистент. Постановщик будущего балета «Эсмеральда», хореограф и основатель театра «Кремлевский балет» уже ставил спектакль в Москве 9 лет назад. «Эсмеральду» танцевала Жанна Богородицкая. В Казани она будет ассистировать постановщику. Пока прямо с поезда гости приезжают в зал и присматриваются к труппе. Я знаю труппу очень хорошо. Сейчас театр на подъеме, труппа в очень хорошем состоянии. И для меня большая честь, честно говоря, поставить здесь этот спектакль. «Эсмеральда» на музыку итальянца Цезаря Пуни появится в афише будущего Нуриевского фестиваля. Я пытался приблизить спектакль к первооснове, то есть к литературному первоисточнику. Потому что в свое время, когда он ставился, тоже были большие цензурные проблемы. История о братоубийственных войнах и фатальных обстоятельствах, приводящих к гибели, в еще одном спектакле страстей «Трубадур». Исполнители недавно приступили к работе. Первым с постановщиками из Метрополитен-опера пообщались артисты хора. Зло не является способом решения проблем мировых, или насилие не является способом решения проблем. И точно так же, как во многих других его произведениях, в «Травиате» или в «Аиде», герои погибают. Но, несмотря на это, у нас остается ощущение, во-первых, естественно, есть ощущение катарсиса. По словам приглашенных гостей, то будет также классическое прочтение без минимализма и каких-то новомодных изысков. В мире и так всего понамешано, что поиски гармонии просто необходимы, считает исполнитель партии «Манрика» тенор Ахмед Агади. Мы живем в такое хорошее время, столько почему-то злость больше становится. Я не понимаю, что людям не хватает. Настолько мы живем в таком мире, вот таком вот красивом, который Господь Бог нам создал. Надо бы жить, столько много других задач надо решать. Почему-то
какие-то войны, какие-то, я не знаю, происходят. Своей хитростью ведущего мастер по гриму и постижерному искусству Сани Мавровской. Вот это вот есть призрак означенной матери, которая выходит в зал к зрителям. Но это такой полуфабрикат еще, потому что это все должно нанизиться, одеться на лицо актрисы. Она сделана из тонкого батиста, низ из тонкого батиста. Она там запудрена. Господа, внимание, музыка. Опера – это то, что заставляет прожить на сцене и в зале такие чувства, которых не встретишь в таком спрессованном виде в обычной жизни, дающий нам не менее востребованные сюжеты, скорее уже для будущих спектаклей. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир». В Казани состоялось совещание по актуальным проблемам остеопатии с участием главного остеопата России Дмитрия Мохова. На форум приехали специалисты со всего Приволжского федерального округа. Остеопатия, как новая медицинская специальность, существует в России недавно. В Минздраве разработаны документы, в которых прописано, как в ближайшее время будет развиваться остеопатия в регионах нашей страны. Специалисты в этой области в скором времени появятся в роддомах и стационарах республики. Сегодня медицина, или можно сказать так, Луна нашла свою оборотную сторону. Поэтому вот такая формирующаяся медицина, которая стоит одной ногой на лечение заболеваний, что мы привыкли, и другой ногой на лечение, на восстановление здоровья, что является собой остеопатия, является собой медицину, которая может реально помогать как на ранних этапах, так и на уже, собственно, для того, чтобы снизить лекарственную нагрузку, чтобы помочь быстрее реабилитироваться пациенту после восстановления и так далее. И главный остеопат страны Дмитрий Мохов сегодня гость темы с Сергеем Шерстневым. Речь пойдет о перспективах развития этого направления медицины. Сразу после перехвата. А через пару минут новости спорта. О них расскажет Марсель Бикбаев. Возобновился чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Перерыв был связан с проведением матчей различных сборных планеты. Кто-то отбирается на чемпионат Европы во Францию, а кто-то уже собирается поехать на мировой мундиаль в России в 2018 году. Со счетом 3-1 футболисты казанского «Рубина» обыграли на своем поле московский «Локомотив». На 10-й минуте отличился казанский легионер Карлос Эдуардо. На 25-й россиянин Максим Канунников увеличил отрыв хозяев. После перерыва Александр Самедов отыграл 1 гол, однако последнее слово осталось за Белелединовым. Деньяр, забивший на 70-й минуте, теперь остается единственным обладателем своей фамилии в команде после отставки отца, главного тренера. Весьма миролюбиво отыграли футболисты КАИ 3 стартовых тура Национальной студенческой лиги в Крымске. Все свои поединки татарстанцы завершили в ничью. Форвард Уникса продолжает борьбу за медали чемпионата Европы по баскетболу. В 1/8 финала греки обыграли бельгийцев 75-54. Костас Каймакоглу набрал очко. Казанский «Барс» одержал первую победу в новом сезоне ВХЛ. На домашнем льду татарстанская дружина сломила сопротивление Южного Урала из Орска. Итоговый результат 4-3. Первую победу в чемпионате России по водному полу одержали игроки молодежной казанской команды «Синтез Академии». Со счетом 7-5 был повержен питерский ВМФ. Александр Смирнов занес себе в актив хет-трик. В эти минуты «Синтез» играет против чемпиона волгоградского «Спартака». Мастера дзюдо выступили на Дне открытых дверей в Батыри. Интересно, что аналогичные мероприятия прошли во многих городах и районах Татарстана. Данный вид борьбы на последних Олимпийских играх в Лондоне принес России 3 золотые, 1 серебряную и бронзовую награды. Марсель Бикбаев, Игорь Бызов, Роман Фенин, телеканал «Эфир». И возвращаемся к главной теме этого дня. Выборам буквально только что глава Центра избиркома Татарстана Экзам Губайдуллин озвучил свежие данные по явке избирателей в Татарстане. Сергей Шерстнев вернулся из Единого информационного центра. Сергей, добрый вечер. Каковы данные на этот час?
Добрый вечер, Алексей. Маленькая поправка. Не Экзам Губайдуллин, председатель Центра избиркома, озвучил последние данные, а секретарь Центральной избирательной комиссии Надежда Борисова. Хотя по плану должен был он сам. Но, видимо, что-то там изменилось. Итак, за час до закрытия избирательных участков, то есть у меня данные на 18 часов, проголосовало 72%, что составляет 2 миллиона 107 тысяч 172 избирателя. И если сравнивать с аналогичным часом в прошлом году, то на это время проголосовало 67%, то есть порядка 5% в этом году мы выигрываем. Идем с опережением прошлогодних результатов. Теперь конкретно. По-прежнему в лидерах Кабельский район. Это просто сенсация сегодняшнего дня. Там явка избирателей приблизилась к советским показателям и составила 98,49%. Отнинский район тоже почти 97,5%. Апастовский район 96,71%. Казань. По Казани не все так хорошо. Казань все-таки ближе в середине и конце списка. В частности, наихудшие показатели по Казани в Советском районе – это 57,76% избирателей. Далее идет Елабуга, 59% избирателей явилось на избирательные участки. И Кировский район Казани 60,5% проголосовали на данный момент. Впрочем, вот сейчас в эти минуты избирательные участки практически закрываются, идут последние минуты голосования. Я думаю, что вот эти данные, если они изменятся, то в сторону небольшой корректировки. И небольшая информация, достаточно забавная статистика по этим выборам. Самому пожилому избирателю Татарстана, который голосовал в этом году 109 лет, это Кадрниса Шейгуловна Шафигулова, родилась 1 июня 1906 года, проживает в деревне Холодная Поляна Альметьевского района. И 168 граждан Татарстана, им день рождения именно сегодня, то есть именно 13 сентября они получили право голосовать, что и реализовали. На этом у меня все, Алексей. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Шерстнев с последними данными из Центра избиркома республики. У меня же на этом все, и я передаю эфир Ольге Лавровой. Спасибо, здравствуйте. Семейная драма разыгралась сегодня ночью в квартире дома на проспекте Имашева. Пожилая женщина нанесла удар шилом своему 23-летнему сыну. Молодого человека увезли в больницу. Вы ему денег дали, все равно нашел он подать. Ну дали, а как не дать? Как не дать? Он, если по дому ходит, жить-то охота. Обо всех происшествиях подробно расскажем после прогноза погоды.